Доброе утро, Якутия! На календаре сегодня 10 октября, вторник, и в студии работаю я, Глаголева Елизавета. Просыпайтесь вместе с нами, заряжайтесь бодростью и позитивом. Также собирайтесь вместе с нами на работу, а тех, у кого сегодня выходной или даже лучше отпуск, набирайте большую кружку чая, садитесь и смотрите. Будем узнавать, что произошло сегодня в мире и в регионе. А теперь давайте узнаем, что же ожидает нас сегодня. Как просыпаться правильно, чтобы мозг начал максимально функционировать с самого утра? Какие резервы имеет наш мозг, о котором мы не знаем? В нашей еженедельной рубрике «Книжная полка» рекомендация национальной книги сегодня в эту тему. В Рязани оглашены результаты всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр 2022 года». Центр «Мои документы Якутии» стал победителем в 2 номинациях конкурса. Пообщаемся также скоро с победителями, и они в ближайшее время к нам присоединятся. Иметь любимые увлечения, жить в гармонии с родными и окружающими, не терять оптимизма и строить планы, если даже тебе далеко за 80. Расскажем о старожиле города Томмот Степаниде Яковлеве. А кто из линчан сегодня не встречал белок в городском парке? Наверное, таких нет. Рыжих грызунов с пушистым хвостом с каждым годом становится все больше и больше. Интересно, с чем же это связано? Ну и по традиции давайте узнаем, какая же погода нас сегодня ожидает за окном. На 6 часов утра в центральных районах +1, +3 градуса. В заречной группе от -3 до +1 градуса. В южных от -2 до +3. В Вилюйской группе от +2 до +4. В Нижнеленских от -1. В западных от +4. В Колыман-Дигирской группе Лусов от -4 до -3 градусов. В Янских от -10 до -5. В северо-западе от -12 до 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра составляет +1 градус, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер южный 1 метр в секунду. Сегодня днем ожидается небольшой дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ожидается +4, +6 градусов по Цельсию. Но октябрь ежегодно становится месяцем, когда отмечается Международный день каши. Традиционное блюдо кухни многих народов мира продолжает оставаться популярным на протяжении уже более 1000 лет. О других датах и событиях прямо сейчас. На календаре 10 октября и сегодня отмечают Всемирный день психического здоровья. Самое распространенное психическое заболевание – депрессия, поэтому одной из главных задач Всемирного дня психического здоровья является сокращение распространенности депрессивных расстройств. Сегодня также Всемирный день борьбы со смертной казнью и Международный день каши. По народному календарю Саватий пчельник. Заниматься другой работой, кроме той, что связано с пчеловодством, в этот день считалось большим грехом. Говорили, что все сделанное сегодня не пойдет на пользу. Этот день в истории. В 1918 году в этот день в результате реформы в России окончательно и официально введена новая орфография. 10 октября был принят декрет Совета народных комиссаров и постановление Президиума Высшего совета народного хозяйства об изъятии из обращения общих букв русского языка и десятиричные фита и ять. В 1932 году в этот день состоялось торжественное открытие Днепрогэс. Днепрогэс была построена согласно Ленинскому плану государственной электрификации. В его разработке принимали участие свыше 200 инженеров и ученых во главе с Глебом Крижановским. В 1964 году 10 октября открылись 18-е летние Олимпийские игры в Токио. Игры проходили с 10 по 24 октября. Олимпиаду впервые принимала азиатская страна. Этот день также считается днем рождения социальной сети ВКонтакте. В этот день родились Джузеппе Верди, итальянский композитор, центральная фигура итальянской оперной школы. Фритьёф Нансен, норвежский путешественник, океанограф, общественный деятель, нобелевский лауреат. Владимир Обручев, русский советский геолог, географ, писатель. Бруно Фрейндлих, советский российский актер театра и кино, народный артист Советского Союза.
И Евгений Суслов, советский телеведущий, диктор Центрального телевидения. Именины сегодня у Аристарха, Виктора, Германа, Дмитрия, Игнатия, Марка, Михаила, Петра и Федора. Конечно, завтрак это очень полезно, да, каша наша любимая, но не всегда ты успеваешь приготовить кашу, особенно когда ты опаздываешь и просыпаешь, допустим, работу, и в этом нам хорошо помогают бутерброды, да. Горячие бутерброды с ветчиной и сыром – это молниеносный завтрак, который понравится всей семье. Такие бутерброды сделают ваше утро вкусным и сытным. Доброе утро. В рубрике «Полезный завтрак» мы сегодня готовим бутерброд с ветчиной. Поехали. Для этого нам понадобятся сливки или молоко. В нашем случае это сливки. 2 куриных яйца. Одно у нас пойдет на замазку для хлеба. А второе мы сварим яйцо 5-минутку. Почему оно так называется? Потому что в кипящую воду мы опускаем яйцо, засекаем ровно 5 минут, и у нас получается идеально готовый белок и жидкий центр. А пока готовится наше яйцо, мы обжарим хлеб. Так, в нашу замазку мы добавили уже сливки, яйцо, немного перца, чуть-чуть соли для вкуса. И пока разогреваем нашу сковородку. Взбиваем замазку. Берем хлеб, можно взять любой, ржаной, пшеничный, тостовый, какой угодно. У нас это хлеб, приготовленный с добавлением сливочного масла. Добавляем растительное масло и обжариваем по 2 минуты с 2 сторон. Пока мы готовили наш хлеб, яйцо, 5-минутка, так называемая, уже сварилась. И даже не разрезая его, можно по нажатию понять, что там идеально жидкий центр, но в то же время готовый белок. Вот до такой золотистой корочки мы обжариваем хлеб. Пока он жарится со второй стороны, подготовим 2-3 слайса огурца, пара помидор черри, конечно же, ветчина, микс салата и соус. В нашем случае это творожный сыр. Приступаем к сервировке. Первым у нас пойдет соус, а точнее творожный сыр. Дальше салат. Можно взять любой: рукколу, шпинат, ромейн, айсберг. Какой больше нравится. Немножко ветчины, пару слайсов огурца, помидоры черри. Разрезаем наше яичко, и блюдо готово. Приятного аппетита! Ну а кто из линчан сегодня не встречал белок в городском парке? Наверное, таких уже нет. Рыжих грызунов с пушистым хвостиком с каждым годом становится все больше и больше, и они все ближе к человеку. Теперь привычным делом становится встретить их не только в парке, но и уже около городской администрации или даже на парковке. И что же удивительно, они очень-очень общительные. В этом году в парке развилось очень много белок. Они совсем не боятся людей, и их можно покормить даже с руки. Даже не знаю, кто больше был этому рад, я или белка. Прямо детский восторг какой-то, честное слово. Такого нашествия белок в городском парке линчане не видели никогда. В прошлом году рыжих пушистиков были единицы, сегодня их заметно прибавилось. В последнее время, как парк сделали, поставили площадки, кормушки, и развелось очень много сейчас. Вот мы гуляем, с подругами гуляем постоянно, с ребенком гуляем, с семьями собираемся, белочек подкармливаем. Люди, которые бегают, у нас тоже с мешочками ходят, как бы кормят белочек. Вот. Ну, хорошо стало. Даже с Мирного знакомая приезжала, говорит, что вот у вас их вот прям очень много. Там у них в Мирном нету столько. Никто не может пройти мимо этих маленьких грызунов. Встретив их на тропинке, останавливаются и взрослые, и дети. Гостинцы белочкам ребятишки несут из дома. От общения с лесными обитателями они в восторге. Я прихожу в парк и кормлю белочек жареными семечками. И когда у меня что-то в руках, они ко мне подходят.
Горожане любуются чудом природы, фотографируются, выкладывают видео в соцсети. Равнодушным не остается никто. А белочкам как будто это и нужно. Они уже научились позировать, забрав лакомство с руки, они, не боясь, грызут его рядом. Ну а если зверек оказывается сыт, он тут же закапывает вкусняшку и возвращается за добавкой. Всех собрали здесь. Всех белок. Птичек собрали. Горожане избаловали рыжих грызунов. Зверьки стали разборчивы, едят не все, выбирают. Так семечки им уже не в радость, а кедровые орехи, цельные шишки и фундук они очень любят. Научились грызуны, по словам горожан, их хулиганить. Хорошие отношения у нас с белками. Только один раз я вот ходил, гулял, где-то ночью прохожу. И там возле парка, получается, меня начали белки кидать. Ну, шишки, не шишки начали кидать. Но я увернулся от них, все, и пошел дальше. 2 года назад была проведена реконструкция парка, установлены кормушки. Их здесь огромное количество. Горожане постоянно пополняют запасы лесных обитателей. Соответственно, когда есть хорошее питание, то, соответственно, белочкам комфортно, чувствуют они себя хорошо. Некоторые уже практически ручные, едят практически с рук. Так что, если кому хочется окунуться ближе к живой природе, приглашаем к нам посетить наш парк. В общем, если выдается свободный денек, обязательно отправляйтесь в парк вместе с детьми. Не забудьте про угощение для зверьков и фотоаппарат. Эмоций и прекрасных кадров будет много. Дружелюбных белочек в парке хватает. Наблюдать за ними очень забавно. А еще в парке много дятлов, синичек и поползней. Они тоже не прочь подкрепиться и такие же смелые. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Видимо, в Ленске белочек как-то воспитывают, что они прям такие уже домашние, как домашние животные. А, кстати, вечеринка хороших мальчиков. Фестиваль собак собрал десятки четырехлапых жителей Волгограда и их хозяева в Центральном парке культуры и отдыха. Собаки – это последний ангел на земле, мне кажется. Я вообще удивляюсь, почему они остались с нами, с людьми, потому что, мне кажется, человечество не всегда заслуживает такого друга рядом с собой. Вот. Оно делает нас добрее намного и дарит свою любовь безгранично. Участники мероприятия пробежали километр вместе с питомцами, а затем провели конкурс красоты. Кроме главного забега, организаторы также подготовили для гостей мастер-классы по дрессировке с участием профессиональных кинологов. А сейчас мы хотим дать слово нашим коллегам и в скором времени снова к вам вернемся. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. С 16 октября повысятся тарифы на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях. Повышение будет связано с закрытием навигации и осложнением обстановки на реке. Будут действовать осенние тарифы, установленные приказом Госкомцен Якутии еще в 2016 году. Количество паромов будет сокращаться в зависимости от погодных условий. Как показывает практика, к концу октября на маршруте остаются 4 парома, которые затем переходят на работу с ледоколом. Ориентировочно это произойдет в первых числах ноября. На сегодняшний день обстановка на реке спокойная, работают все суда. Между тем, выросла стоимость проезда на скоростных катерах по маршруту Якутск-Нижний Бестях. Повышение связано с ухудшением обстановки на реке и падением уровня воды. Стоимость проезда сейчас составляет 600 рублей. Работают 22 катера. Предварительно перевозки на воздушных подушках начнутся после 20-х чисел октября. Сейчас судоводители готовят их к новому сезону. Ремонт и подготовка в последние годы осложнились из-за введенных санкций. Стоимость запчастей и баллонов выросла в разы. Но, несмотря на это, к началу межсезонья на линию должны выйти 20 воздушных подушек и 5 аэроботов «Тайфун».
Ремонтные работы на подстанциях «Майя» и «Томот» в Якутии вышли на финальный этап. Работы включают монтаж быстровозводимых утепленных зданий и кабельных лотков, а также замену кабельных линий. Кроме того, на подстанциях будет сформирован аварийный запас оборудования. Напомним, на подстанциях «Майя» и «Томот» в 2021-2023 годах вышли из строя 19 муфт кабельных линий. Глава Якутии Айсан Николаев после аварии на подстанциях поручил обеспечить надежность объектов и минимизировать количество происшествий. Реконструкцию энергетики планируют завершить до 15 октября. Ну а в Якутске в этом году откроются 10 новых теплых остановок. 3 из них уже подключены к питанию и введены в эксплуатацию. Остальные 7 будут готовы до конца года. Павильоны построены по 3 типовым планам. Размер самого большого составляет 12 на 4 метра, что позволит использовать помещения и под торговлю необходимыми товарами. Отопление павильонов происходит с помощью инфракрасных ламп, работающих от электричества. Кроме того, уделено и особое внимание антивандализму. Так, стены изготовлены из более твердого материала и с дополнительным усилением, а все имущество внутри павильона установлено с антивандальным покрытием. 3 автобусных павильона пошли у нас по муниципальной программе города, это благоустройство и создание комфортной городской среды. И 7 автобусных павильонов это уже по федеральной программе безопасные и качественные автомобильные дороги. Вот. На сегодняшний день вот мы стоим на автобусной остановке «Университет». Это самая большая из 3 типов автобусных павильонов. Она занимает в длину 12 метров, в ширину 4 метра. В 25-й школе состоялся технический просмотр 2 команд гимнасток, которые пойдут на отбор для участия в 8-х международных спортивных играх «Дети Азии». Для этого из 6 клубов республики приглашены сильные спортсменки. Девочки активно готовятся, тренировки проходят по 6 раз в неделю. И уже в январе состоится первенство республики по художественной гимнастике, по итогам которого будет определен состав 2-й сборной, которая будет защищать честь республики на Детях Азии. Напомним, Якутия, как принимающая сторона, имеет право выставить на соревнования 2 сборных. Первая команда у нас тренируется в Москве, в центре подготовки имени Ирины Александровны Винер. А вторая команда у нас готовится здесь, в Якутске. И вот мы сегодня вместе с исполнительным директором Вячеславом Геннадьевичем Ефимовым пришли на технический просмотр, оценить уровень подготовки гимнасток, которыми сегодня руководит Александра Бронских. Бюджет Российской Федерации разделяется на 3 уровня – федеральный, региональный и местный. Важным элементом наполнения местного бюджета являются расчеты с торговых мест, а также оплаты при оказании услуг и работ при использовании контрольно-кассовой техники индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Все эти платежи попадают в местный бюджет посредством налогообложения. Отчисления с каждого рубля идут на благоустройство дворов и окружающей среды, освещение, газификацию, здравоохранение, иные социальные, инфраструктурные и экономические нужды муниципалитетов. Не выдали кассовый чек? Обратитесь в ФНС России. Доброе утро! Ну а 6 октября в городе Рязань оглашены результаты всероссийского конкурса «Лучший МФЦ 2022 года». Центр «Мои документы Якутии» стал победителем в 2 номинациях конкурса «Лучшая региональная сеть» и «Лучший универсальный специалист». И сегодня у нас в гостях Александра Гриневич, специалист отделения МФЦ по Республике Саха-Якутии и по Нерюнгринскому району, и Саргалана Яковлева, начальник отдела по работе с районными подразделениями. Доброе утро. Доброе утро. Но для начала хочется вас поздравить, с победой, аж даже в 2 номинациях. Александра, расскажите, пожалуйста, как проходил конкурс? Это ежегодный федеральный конкурс, который проводится Министерством экономического развития России. В нем 3 номинации: лучший офис МФЦ, лучший проект МФЦ и лучший универсальный специалист. И если в первых 2 номинациях наш офис уже не раз побеждал, как в этом году, собственно, то в номинации «Лучший универсальный специалист» это наша первая громкая победа. В этом году было 3 этапа, в которые включали в себя оценку анкет и видеопрезентации, психологическое и профессиональное тестирование. И с финалистами было организовано итоговое
собеседование с членами конкурсной комиссии. Изначально было заявлено 65 участников, из которых только 15 стали лауреатами. А из каких городов вам известно еще также? Из 70, получается, регионов нашей большой страны подавали заявки на участие в конкурсе. И как себя чувствовать, конечно, одним прям из самых лучших специалистов? Конечно, очень волнительно, потому что эту победу можно считать исторической для нашего центра, так как с 2014 года наши сотрудники участвуют в этой номинации, и 2 раза мои коллеги проходили в финал. Полученный опыт коллеги использовали для проведения республиканского конкурса, к которому тоже относятся очень ответственно. В нем также несколько этапов. А за мою подготовку отвечали сотрудники, которые в разное время становились лучшими специалистами Якутии. Готовиться мы начали с января месяца, и работа не прекращалась вплоть до последнего этапа собеседования, который прошел 21 июня. Работа была разноплановая, начиная от повторения теоретических знаний до работы с психологом. Была большая работа и поддержка от моих коллег, в том числе были организованы встречи с руководителем, благодаря которым я получила ценные советы и наставления. Конечно, я чувствую огромную ответственность и в то же время радость, что у нас все получилось. Ну, это, конечно, очень здорово, но лично для вас какие были самые сложные испытания? Лично для меня самым сложным и волнительным это было, конечно, собеседование с представителями Минэкономразвития, потому что не знаешь, какие вопросы там зададут, к чему готовиться. Ну, мы успешно со всем справились. Собеседование, получается, у вас проходило, вы рассказывали там историю, да, или что? Расскажите подробнее. Поначалу меня спрашивали по нормативно-правовым актам, которые регулируют нашу деятельность. Потом мне представляли кейсы, которые мне нужно было решить, жизненные ситуации, и я должна была ответить, как бы я в той или иной ситуации поступила. Саргалана, а скажите, какие районные подразделения представлены в крупной сети? Для участия во всероссийском конкурсе «Лучший МФЦ» мы подали заявки в качестве крупной региональной сети. И в нем принимали участие офисы с количеством окон 5 и более. И в этом году мы подали заявки Чурапчинский, Намский, Нюрбинский, Алданский и Алекминский районы. Как одни из наших передовиков, да, которые всегда в числе лучших, поэтому мы их подали. Ну и сами начальники этих отделений изъявили желание. То есть у нас очень в нашем центре приветствуется такая проактивность наших сотрудников, когда они сами желают, и тогда достигается наибольший и наиболее эффективный результат, мы считаем. А какие достижения стали более значимыми? В рамках этого конкурса, ну, конечно, вот на моей памяти это вот первый раз, когда мы представили именно районные отделения, и мы выиграли. То есть если ранее мы представляли всегда офисы города Якутска, так как они крупные, красивые, да, предоставляют наибольшее количество услуг, да, из-за того, что население в Якутске больше, то мы сейчас, получается, победили с районными отделениями. И для нас это тоже большая победа, потому что именно наши районы уже оценили на всероссийском уровне. Ну, как всегда говорится, что Якутия самая лучшая. И в заключение хочется спросить, какой же специалист самый лучший, по вашему мнению, должен быть универсальным? Я считаю, что все сотрудники МФЦ — это уникальные специалисты, которые умеют и знают очень многое. При этом отзывчивые, дружелюбные, постоянно развиваются. Мне очень повезло работать в МФЦ, и победа в этом федеральном конкурсе — это наша командная победа. Это ежедневная работа каждого в МФЦ. Спасибо вам большое за интересную такую беседу. Хочется пожелать вам удачи, успехов и будущих также побед в конкурсе. Спасибо и в разных многих конкурсах. Спасибо. Но трехдневный фестиваль настроения «Алроса» стартовал в Мирном. Как проходил конкурс? Наш следующий сюжет.
Учиться джазовому и народному танцу, посмотреть мультфильм «Жар птицы» смогут мирнинцы уже сегодня. 6 октября в Алмазном регионе стартовал фестиваль настроения. В течение 3 дней мирнинские танцоры смогут встретиться с выдающимися российскими хореографами Андресом Лиепа, Игорем Пиворовичем и другими. Открыл фестиваль очный смотр-конкурс танцевальных коллективов Мирного. Перед жюри с номерами выступили 5 коллективов. К слову о жюри, состав в прямом смысле звездный. Оценивают местных танцоров заслуженный артист России, хореограф-постановщик проектов «Танцы со звездами», «Лед и пламень» Игорь Пиворович, директор благотворительного фонда содействия хореографического искусства Ильза Лиепа Наталья Иванова и директор национальной премии детского и юношеского танца Наталья Яковлева. Результаты участники услышат уже сегодня в 20:00 на главной сцене ДК «Алмаз». Также сегодня для танцоров российский хореограф Игорь Пиворович проведет мастер-класс и научит танцоров элементам народного и джазового танца. Во второй день фестиваля пройдут мастер-классы с Дмитрием Антиповым, балетмейстером, лауреатом международных и всероссийских конкурсов. А вот Андрес Лиепа поделится секретами профессии хореографа с педагогами местных коллективов. Ну а мы, Алмазный край, конечно, будем следить за событиями. Мы будем присутствовать на всех мастер-классах и, конечно, покажем все вам. Мы произносим эти слова постоянно. Фломастер, диктофон, кеды. Для нас они нарицательные, хотя все это название торговых марок. Наша рубрика «Говорим правильно» расскажет о происхождении одного интересного слова. Доброе утро, дорогие телезрители! Всем нам известен фломастер. Это принадлежность для письма и рисования, стержни которого есть пористый материал, пропитанный красителем. Но что же значит слово «фломастер»? Откуда оно появилось в русском языке? Кто такой фло и почему он мастер? Ответ на этот вопрос, к сожалению, этимологические словари пока не дают. А вот интернет-источники утверждают, что слово «фломастер» получило свое название благодаря названию фирмы «Флоумастер», которая изготавливала краску, и эта краска использовалась практически во всех фломастерах в 60-х годах прошлого века. Ну почему мастер, это понятно. А что же такое фло? Да, Настя? А вообще английское слово flow обозначает течь, струиться. Вот теперь понятно, почему фломастер. Спасибо. Но русский язык не удовлетворился только одним заимствованием. И для фломастера с широким стержнем, внутри которого был стержень, пропитанный красителем на спиртовой основе, придумал другое слово – маркер. Слово «маркер» было заимствовано из английского языка. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Многим знакомо такое состояние, когда не можешь никак проснуться и начать работать. Вроде бы встал рано, приехал на работу к 9 часам, а мозг почему-то все еще спит и не хочет включаться в работу. Вам это знакомо? Как же просыпаться правильно, чтобы мозг начал максимально функционировать с самого утра? Наши резервы имеют наш мозг, о которых мы не знаем. В нашей еженедельной рубрике «Книжная полка» рекомендации от национальной книги сегодня на эту тему. Доброе утро! И сегодня в рубрике «Книжная полка» мы поговорим с вами о книге Мохиба Костанти, которая называется «Мозг человека. 50 идей, о которых нужно знать». Это книга квинтэссенция из столетних размышлений о мозге. В нее вошли важнейшие представления о нейробиологии. Здесь вы найдете уже сложившиеся концепции, но рассмотренные в свете последних научных данных, так и новые теории о человеческом мозге, возникшие абсолютно недавно. В этой книге развенчиваются различные мифы и стереотипы, например, функционально мозг асимметричен, но деление людей на лево- и правополушарных является заблуждением. Различия между мужским и женским мышлением существуют, но очень незначительные.
а процесс принятия решения не является сугубо рациональным. Ну и последний пример, который мне хотелось бы привести, будет о подростковом возрасте, который отмечен пиком рискового поведения, подростковая тревожность, которая является всего лишь результатом сильных структурных изменений мозга, развитие которого заканчивается не в течение первых лет жизни, а с наступлением ранней взрослости. Мне, к примеру, очень понравился раздел о развитии и болезнях мозга. Читая эту книгу, вы открываете тайны о человеческом мозге. Увлекательнейшего вам чтения и приходите в библиотеку. Ну а в Музее музыки состоялось торжественное открытие персональной выставки «Осенний золотой бисер». На ней мастерица из Анабарского района Антонина Петрова представила свои работы в технике бисероплетения. Всего выставлено 9 комплектов одежды «Долган». В коллекции не только взрослая одежда, но и детская, и даже кукольная. Антонина Петрова родом из села Саксылах, долганка по происхождению. Она начала заниматься бисероплетением еще в 90-х годах. Ее работы выставляются не только на городских и республиканских выставках, но и на российских и международных. Наша лаборатория с музеем подписали соглашение в прошлом году. И сегодня первая персональная выставка проводит наша Антонина Николаевна. Есть вот костюмы и еще есть сувениры, куклы, коврики, аксессуары, одежды. Именно вот используются для кочевых условиях. Иметь любимые увлечения, жить в гармонии с родными и окружающими, не терять оптимизма и строить планы, если тебе даже далеко за 80. О старожиле города Томот в нашем следующем сюжете. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, проходите. Степанида Филимоновна встречает съемочную группу прямо у порога дома. Правда, в последние годы гости захаживают сюда редко. В отдаленном микрорайоне Томота живет всего несколько семей. А когда-то совхоз «Пятилетка» славился на весь Алданский район. Здесь же совхоз был раньше. Коров держали, свиней держали, потом птичник появился. Вот так. Тут хозяйство было. Ну и поля. Картошку растили, тунец для коров, капусту растили. Трудиться наша героиня начала с самой юности. Вначале счетоводом, учетчицей в совхозе. Затем до выхода на пенсию долгое время работала в детском саду. Воспитание детей оказалось ее призванием. Сегодня, несмотря на преклонный возраст, Степанида Филимоновна очень позитивна и активна. Правда, свое любимое занятие – вышивание ковров – из-за проблем с суставами и зрением пришлось оставить. Но нам она показала, как она считает, самый удавшийся из ковров. У меня сестра начала вышивать, и она мне: вот давай вышивай и вышивай. Я говорю, у меня ниток ничего нету. Она: я вот тебе дам, а потом сама будешь искать. А потом... Где в магазинах куплю, где старые какие вещи распущу. Сегодня любимые увлечения Филимоновны – чтение книг и кроссворды. Честно признается, что если долго не может разгадать слово, заглядывает в ответы. Но даже такой способ, по ее мнению, отлично тренирует память. Что отгадаю, что не отгадаю, подглядываю, что. А потом вспоминается. Несмотря на почтенный возраст, бабушка старается помогать своим детям и многочисленным внукам. Вместе с мужем они воспитали приемных сына и дочь. Семьей сына уже много лет живут в доме довоенной постройки. Вот 90 лет ей будет 27 ноября в этом году, чтобы пожила в хороших условиях. Потому что вы сами видели, какие здесь условия, да? Полублагоустроенный, полуразрушенный домик. Вот мы живем, вот 2 квартиры, вот мы бабушку не бросаем, вместе живем. Секретом своего долголетия сама старожил считает не только позитивное отношение к жизни и к окружающим, но и место, где живет. Ведь большая часть ее жизни прошла на берегу реки в окружении красивейшей природы. Микрорайон «Пятилетка» по планам местных властей подлежит переселению. Многие, как и эта семья, ждут выдачи благоустроенного жилья. Но вместе с тем старожил этих мест мечтает о том, что когда-нибудь в ее родной Пятилетке вновь будут пастись на лугах коровы, а с улицы будет доноситься веселый детский смех.
Деревня моя, деревянная, дальняя, смотрю на тебя я, прикрывшись рукой, ты в легком платочке июньского облака, в веснушках черемух стоишь над рекой. Туяра Филиппова, Ренат Нахиев, Таммот. Ну а в Якутске 7 октября прошел фестиваль «Вместе к активному долголетию», который стал завершающим мероприятием в рамках декады, посвященным Международному дню пожилых людей. В рамках фестиваля прошли выставки и мастер-классы от активистов школы 3-го возраста, а также была организована информационная акция «Город Якутск доброжелателен к людям с деменцией». И сегодня у нас в гостях Татаринова Ольга Викторовна, главный врач Республиканской клинической больницы номер 3, главный гериатр Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, что же нужно сделать человеку, чтобы вот в таком вот возрасте, который мы сейчас видели в прошлом выпуске, быть таким же активным и позитивным, да? Советов очень много, мы все их знаем, базовые принципы. Не пить, не курить, активно двигаться, правильно питаться. Но много ли из нас выполняют эти все рекомендации? Поэтому очень важно сделать их ежедневной рутиной. Мы дальше еще немножко поговорим более подробно. А сейчас я бы хотела остановиться, так как у нас декада пожилых, на 5 основных таких советах для нашего старшего поколения, чтобы сохранить активное долголетие. Первое – это нужно найти круг близких людей, с которыми интересно, с которыми вы будете заниматься занятиями, приобретать какие-то навыки. Для чего? Для того, чтобы не было одиночества, социальной изоляции. И это совместно, кстати, тоже тренинг когнитивный, ментальный, физический, психический. Второе, о чем мы очень часто говорим, это не лениться. Нужно искать любой повод, не сидеть в квартире, а выходить на улицу. Не 10 тысяч шагов, как мы очень часто говорим, но хотя бы 1000 шагов ежедневно нужно сделать. Не можете 1000 шагов, значит, в квартире свои какие-то движения, под музыку. Элементарно, но хоть какое-то движение обязательно должно быть. Потому что это наш залог здоровья. Третье – жидкость. Мы очень часто забываем, говорим о правильном питании, о том, что нужно пить достаточно жидкости, особенно для пожилых. Это очень важно. Почему? Потому что у пожилых жидкость 50% тела только составляет. И очень часто пожилые очень мало пьют, не выполняют норматив, а это нужно пить до 2 литров. Мужчинам как минимум 2 литра жидкости. Причем не просто чай, кофе, а именно простую жидкость маленькими глоточками. Если мы этого не делаем, то у нас с вами густая кровь. Густая кровь – это тромбы. Густая желчь – это камни в желчном пузыре. Густая кровь – это совсем другие биохимические процессы, которые ведут к заболеваниям. 4-й принцип для пожилых – это регулярно ходить в поликлинику, в медицину, обследоваться. Многие из них знают заболевания свои, поэтому если приходишь на прием, то лучше уже знать, составить перечень таблеток, которые вы пьете, в каких дозах. Тогда врачу будет быстрее сориентироваться. Но самое важное, то, что бабушка, это, конечно, позитивный настрой. Я хотела только что сказать, то, что кроме физического, правильно вести образ жизни, наверное, еще важно же эмоциональное, чувствие самосостояния. Ни при каких обстоятельствах, как бы тяжело ни было, нужно просыпаться с улыбками, с хорошими мыслями, с хорошим настроением, с благодарностью встречать на каждый новый день. Это труд. Это тяжелый труд, но тем не менее это нужно вводить ежедневную, рутинную свою работу над собой. А какие же важные привычки нужно развить, чтобы в дальнейшем жить бодро и весело? Для молодых. Для молодых, да. Вы знаете, многие из молодых, мы же часто общаемся, так говорят, когда я там доживу, это еще не скоро. А мы, геронтологи, гериатры, говорим о том, что вообще-то старость – это значительный период жизни. 20, 30, даже 40 лет. И нам, молодым, я тоже причисляю себя к молодым, нужно уже сейчас с детства, с раннего детства уже задумываться и строить свою жизнь. Называется этот термин футуризация старости, старение.
это так называемое конструирование старения. Вначале нужно себе представить, какой я хочу быть в старости, чем я буду заниматься в старости. И причем не так, знаете, как буду здоровым, богатым, жить в роскоши. Нет. Нужно детально расписать, начиная от своей внешности, заканчивая своими навыками, своей деятельностью. И тогда, понимая вот эту картинку себя в будущем, вы подстраиваете непосредственно свою жизнь, свои привычки, свои навыки. В основном это, конечно же, здоровый образ жизни. Да? Опять же, говорим о питании, о движении. Второй принцип – это регулярность. Я уже начинала с этого и сейчас говорю. Мало знать, что нужно правильно питаться, нужно реализовывать. Мало знать, что нужно активно двигаться, нужно двигаться. Потому что это как инвестиция в свою здоровую старость. Нужно как минимум проходить 30 минут 2-3 раза в неделю. Это силовые упражнения, это упражнения на баланс. Очень многие пользуются лифтом. А для здоровья, для того, чтобы снизить риск инфаркта, где-то нужно проходить минимум 5 лестничных пролетов по подъему на лестницу. Достаточно. Давайте перейдем к следующему очень важному, я считаю, вопросу о деменции поговорим, потому что в данный момент очень много людей уже пожилого возраста начинают болеть этой болезнью. Как родственникам обустроить так, чтобы пожилой человек себя комфортно чувствовал? И как, в принципе, самим свыкнуться с этим? Ну, начнем с того, что как не дойти до этого. Потому что наш мозг — это мышца, мы должны постоянно тренироваться. Есть много исследований, которые говорят о том, что нейроны не умирают. Там раньше были 30% умирает от нейронов. Нет, просто теряются связи от того, что нет регулярной умственной деятельности. Поэтому это разные упражнения. Это новые навыки. Если вы правша, пожалуйста, чистите утром зубы левой рукой, кушайте левой рукой. Это повторение обязательно. Это сложность. Это вот как к штанге подходишь, постоянно тренируешься, повышаешь уровень сложности, так и в регулярной умственной деятельности. Важно не только просто повторять ежедневно что-то, да, но усложнять для себя задачи, математические диктанты, какие-то новые программные продукты, ну и так дальше. Но если уже наступает этот период, очень важно родственникам выявить. Мы очень боимся. Мы не замечаем у своих пап, мам, что какие-то незаметно признаки появляются. Забыл, что кушал утром, забыл, что делал вчера. Очень важно их вовремя выявить, потому что чем раньше мы выявляем, тем дольше мы сохраняем свое ментальное здоровье у своих пап и мам. Но вот родным тоже очень тяжело, да, принять это и пережить. Как это можно сделать? Сейчас уже и даже в городе Якутске, понятно, что в больших городах появляются некоммерческие организации, которые занимаются, во-первых, психологической поддержкой родственников, во-вторых, обучают, как ухаживать за такими родственниками. Есть, например, «Оно долгожить» в нашем городе, который активно занимается именно вот этой проблемой. Есть сайты Мемени, где очень много советов именно для родственников, как себя вести, как себя сохранить, в первую очередь, свое здоровье психологическое. Потому что очень важно, и каждая семья ведет по-разному. Кто-то занимается непосредственно сами, кто-то сдает в дом-интернат. И поэтому здесь нужно, конечно, оценивать свои силы и понимать. Если оставляете на свое попечение таких родственников, нужно понимать, что надо с ними заниматься. Не надо их игнорировать, даже пусть он в деменции. Но нужно, во-первых, его ориентировать в пространстве. Напоминать, кто он такой, фамилия, имя хотя бы, бабушка, дедушка. Я кто такой, твоя дочь, меня зовут так-то. Мы сейчас пойдем на кухню, мы с тобой позавтракаем, будет у нас гречневая каша. Ну и так дальше. Это все нужно проговаривать. Это, во-первых, ориентируете, во-вторых, вы с ним общаетесь. А для них это очень важно. Второе, это обязательно твердо установленный распорядок дня. Во столько-то легли, потом столько сделали. Пациент с деменцией привыкает. Небольшой даже сдвиг, даже когда они поступают в больницу, для них это большой стресс. И это тоже нужно понимать. Ну а вы как врач, да, как профессиональный человек, расскажите рекомендации, пожалуйста, по обустроению. Ну, если все-таки мы решаем, что оставляем своего пожилого пациента дома, ну и вообще любой пожилой пациент с деменцией, с какими-то другими заболеваниями, очень важно создать для него безопасную, мы называем терапевтическая среда.
Что это значит? Очень многих пожилых падают. Половина пациентов, которые старше 80 лет, они обязательно падают. Причем из них еще больше половины повторно падает. Вот сейчас особенно гололед, сколько мы слышим обращений. Когда они падают, остеопороз и, к сожалению, очень часто заканчиваются тяжелыми травмами. Тяжелые травмы — это, например, перелом шейки бедра. Вы, наверное, тоже слышали. Раньше говорили о том, что все это приговор лежит, в течение года половина из них умирает. Сейчас другая, более активная у нас позиция, что их нужно оперировать в первые двое суток. Их нужно рано активизировать, реабилитировать. Но вернемся к дому. Для того, чтобы это все страшных событий не происходило, очень трудно, я на своем примере знаю, создать беспороговую среду, чтобы не было нигде порожков, чтобы не было ковриков, проводов, потому что наши пожилые шаркают и, конечно же, запинаются. Если они падают, то, не дай бог, желательно обувь, чтобы мебель была, чтобы мягкая, округлая, без острых углов. Очень часто они встают ночью. Значит, нам надо обеспечить безопасный проход от их постели до ванной комнаты. Желательно там, чтобы какой-то огонечек горел, был как ориентир. В ванной комнате очень часто падают, поэтому коврики в ванной комнате, самой ванной. Здесь нужно продумывать все мелочи в зависимости от пациента. Если он с трудом двигается, значит, нам нужно подумать над стульями, где он так вот опирается на подлокотники. В общем, если бессонница, то это шторы, блэкаут, затемнение. Все в мелочах. Но самая главная забота. Конечно. И давайте в заключение подытожим все, да, о чем мы с вами пообщались, потому что это очень важная тема. И еще раз скажем про рекомендации, что вот обязательно надо сделать, чтобы у всех все было прекрасно, чтобы сохранить активное долголетие. Базовые принципы. Все о них знают. Не пить, не курить, правильно питаться, много двигаться. Но я скажу немножко о другом. Есть исследование, проведено оно на многих тысячах пожилых лиц и молодых. Это позитивное представление о старости. Оно удлиняет жизнь на 7,5 лет каждого человека. А это гораздо больше, чем эффект от снижения давления, от снижения холестерина, от двигательной активности. Поэтому давайте думать о своей старости с позитивом, давайте к ней готовиться. Спасибо вам большое за эту беседу. Вам хочется пожелать, конечно же, удачи, потому что вы выполняете очень важную функцию в нашей жизни. А теперь давайте приступим к новостям. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Прямое авиасообщение с Москвой возобновили в республике. Так, первый прямой рейс после реконструкции взлетно-посадочной полосы длиной 3600 метров выполнила авиакомпания «Якутия». Кроме того, возобновили прямые ежедневные рейсы Якутск-Москва, Якутская авиакомпания «Севен». Напомним, реконструкция взлетно-посадочной полосы проходила с 15 мая. Параллельно с этим велись и другие строительно-монтажные работы. Так, на торце расширена зона для разворота воздушных судов более чем в 2 раза. Новый карман рассчитан на прием Боинга 777-300. Установлены очистные сооружения в нескольких точках аэродрома. Отремонтирована периметровая патрульная дорога и периметровое ограждение аэродрома. Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет полеты в Якутск с 14 октября. Рейсы будут выполняться 3 раза в неделю по понедельникам, пятницам и субботам. На маршруте действуют субсидированные тарифы для льготной категории граждан и граждан, проживающих на территории Дальнего Востока без возрастных ограничений. С 30 октября рейсы «Аэрофлота» будут осуществляться ежедневно, кроме воскресенья. 21 век богат на исторические вещи давно ушедших лет. На улице Чернышевского на территории бывшей городской бани завершаются раскопки жилого дома конца 19-го, начала 20 века. По предварительным данным, сооружение принадлежало купцу, о чем говорят найденные ценные вещи, приобрести которые простой рабочий был бы не в состоянии. Также можно сказать, что жители этого дома занимались резьбой по бивню мамонта и ходили на рыбалку. Археологи нашли многочисленные вырезки, неудачные образцы, рыболовные сети и иглы для их плетения. Самым же интересным моментом стала раскопка 2 больших ледников, до вскрытия которых пока дело не дошло. Но фактически работы мы начали с 1 июля. До этого был подготовительный этап, в ходе которого был снят техногенный горизонт
это отсыпка техногенного происхождения. И, собственно говоря, раскопки проводились в течение 3 месяцев. 30 сентября раскопки были завершены. Сейчас вот то, что вы видите, это, скажем так, финишные мероприятия, когда мы выполняем уже такую завершающую фазу. Мы фотографируем, нивелируем раскоп, а, собственно, раскопки уже завершены, получается, 1,5 недели назад. Ученые Северо-Восточного федерального университета в ходе экспедиции в Верхоянском районе обнаружили черепа и кости древних животных – лисицы, волка, бурого медведя и пещерного льва. Местонахождение мамонтовой фауны находится в труднодоступной местности в верховьях реки Адычи. Напомним, в июле ученые вуза работали в Верхоянском районе для изучения местности, где в 2022 году была обнаружена неполная туша древнего бизона. Предполагалось, что там могут быть остатки и других древних животных. Ну а в Республиканском шахматно-шашечном центре стартовала первая лига 81-го чемпионата Якутии по классическим шахматам. Принимают участие 52 спортсмена, в том числе 2 мастера ФИДЕ и 14 кандидатов в мастера спорта. Участники приехали из Намского, Верхневилюйского, Верхоянского и других районов республики. Турнир проходит по швейцарской системе в 9 туров, контроль времени по 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого. Первая лига будет проходить до 13 октября. Здесь очень состав сильный. Здесь 3 первые места занявшие участники получают путевку на высшую лигу чемпионата Республики Саха-Якутия по классическим шахматам. По нашим планам, по календарному плану, в ноябре следующего месяца будет проводиться также чемпионат республики. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Доброе утро! Фестиваль бейсджампинга прошел на территории скайпарка в Сочи. В рамках мероприятия спортсмены прыгнули с фиксированной точки пешеходного моста Скайбридж высотой 207 метров, а также исполнили акробатические трюки. Первый прыжок совершил 10 лет назад, в 2013 году. У меня уже был достаточный опыт прыжков с самолета, и захотелось чего-то более острых ощущений. Ощущения гораздо острее, то есть высоты мало, шансов на ошибку гораздо меньше. Запасного парашюта нет, так как им воспользоваться будет просто некогда. Ну и все это психологически делает гораздо все страшнее. Ну и после приземления, соответственно, эффект какой-то эйфории, счастья, что вот я живой. Данный вид спорта достаточно опасен, поскольку за спиной нет дополнительного парашюта. Завершением яркого фестиваля стал массовый бейс-прыжок с моста, в котором одновременно приняли участие 20 человек. Дорогие телезрители, а у нас для вас прекрасная новость. 14 октября в квартале труда пройдет первый республиканский фестиваль якутской анимации «Токофест». Всех посетителей ждет знакомство с создателями якутской анимации мультиков, конкурсы, лекции, мастер-классы, презентации новых якутских мультфильмов, интерактивные игры, якутские национальные игры, аниматоры, выступления и, конечно, многочисленные конкурсы. Приходите и станьте частью масштабного проекта. Подробнее о фестивале на сайте tokofest.ru или вот есть на экране QR-код.
А в завершение нашей передачи коротко давайте я скажу, какая же погода нас ожидает. В центральных районах +1, +3 градуса. В заречной группе от -3 до +1 градуса. В южных от -2 до +3. В Вилюйской группе +2, +4 градуса. В Нижнеленских -1. В западной +4 градуса. В Колымо-Индигирской группе Лусу -14, -3 градуса. В Янских -10, -5 градусов. На северо-западе -12, 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра +1 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 1 метр в секунду. Сегодня днем ожидается небольшой дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура +4, +6 градусов по Цельсию. Но на этом наш эфир подходит к концу. Мы вам желаем хорошего дня, также счастья, удачи, чтобы было солнышко и все было прекрасно у всех. А мы встретимся с вами завтра в это же время, в этом же месте. Всего доброго!